Финансовый суверенитет России и бюджетные вызовы в условиях санкций. Эти темы в центре внимания финансового форума, который прошел сегодня в Москве. Участие в нем приняла и делегация Чувашии. Сейчас организации, уплачивающие налог на прибыль, могут объединяться в консолидированные группы налогоплательщиков. В этом году они пополнили бюджет Чувашии на 990 миллионов рублей. Однако 1 января 2023 года действие таких групп будет прекращено. В связи с этим в регионах России могут появиться выпадающие доходы. Идею, как этого не допустить, сегодня на форуме высказал Олег Николаев. Он предложил внедрить в России компенсирующий механизм выпадающих доходов региональных бюджетов. Это позволит регионам в переходный период после прекращения действия групп налогоплательщиков выполнять все взятые на себя социальные и инвестиционные обязательства, а также избежать напряженного исполнения доходной части бюджетов. Если говорить о Чувашской республике, то по итогам 2022 года мы ожидаем примерно около миллиарда рублей поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков по налогу на прибыль. Это около 13% всех налоговых поступлений по прибыли. Ну и, конечно же, выпадание в следующем году этой суммы для нас это серьезный вызов. И те компенсационные мероприятия и установление переходного периода как раз были предметами наших предложений в адрес Министерства финансов Российской Федерации. И сегодня мы, в принципе, услышали внятные ответы и четкую фиксацию, что данные меры нивелирования возможных вот таких рисковых моментов для региональных бюджетов будут учтены, и соответствующие меры поддержки и переходный период будут предусмотрены и реализован. Тем более для федерального бюджета отмена данной нормы позволит привлечь в федеральный бюджет около 200 миллиардов рублей, который как раз и послужит источником финансирования тех выпадающих доходов, которые могут произойти в региональных бюджетах. Таковых примерно 52 региона по всей Российской Федерации, в том числе Чувашская республика.